Нет коррупции, не берите и не давайте взятки, ведь в конечном итоге все оборачивается против вас самих же. И сколько мероприятий по этому поводу проведено в регионе, не счесть. Министр экономики, выступая перед собравшимися, отмечает, что в министерствах и ведомствах установлены ящики доверия, развешаны номера горячей линии, куда можно обратиться и заявить о факте коррупции. Помимо этого, также по указанию главы создана специальная комиссия, которая ведет в этом направлении масштабную работу. В целях формирования нетерпимого отношения к коррупции у жителей Республики Ингушетия, а также привлечения молодежи к участию в обсуждении и решении проблем, связанных с коррупцией, Министерством ежегодно в соответствии с госпрограммой о противодействии коррупции проводятся мероприятия и конкурсы на антикоррупционную тематику с награждением победителей. Встреча проходит в рамках Дня борьбы с коррупцией. Подобные мероприятия – еще один шаг навстречу к нарушителям закона, который дает им возможность подумать и осознать, что риск слишком велик. Государственные власти Республики Ингушетия, подведомственных им учреждениях, организациях, органов местного самоуправления Республики Ингушетия запланированы комплекс мероприятий, связанных с правонарушением, приуроченных ко дню борьбы, с коррупцией. Здесь и представители органов местного самоуправления, и руководители общественных организаций, различных министерств и ведомств. Вопрос противодействия коррупции – один из самых актуальных становлений любого государства. Коррупция, как ржавчина, разъедает общество и наносит непоправимый вред экономике стран, считает региональный уполномоченный по правам предпринимателей. Хорошо помню, когда я вышел на работу, когда меня первый раз спросили, я комитет. Не спросили, как ты работаешь, учишься ли ты, повышаешь ли ты свою квалификацию, как ты дружишь с людьми, как там себя поставил в том коллективе, в котором ты работаешь. Я хами, изгамял тадах лес. Сага дуажда, русская сын далезе, русская хадуады. Корзацы уалыш, хозбол ампежди, нахстрлуш, хозбал весик. Сейчас в регионе также реализуется и государственный проект по противодействию коррупции на 2017 год, в рамках которого предусмотрено 83 мероприятия по работе с жителями и госслужащими. Осуществлен ряд мероприятий по противодействию коррупции, в том числе по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан, распространению в средствах массовой информации практики работы по антикоррупционной деятельности, Министерств и ведомств республики. Проводятся конкурсы среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией. Причины взятничества и методы борьбы с ним. Тему продолжает Муладгирей Дзагиев. Рост заработной платы и ужесточение контроля – самое действенное, что может помочь в этой ситуации, считает он. Впрочем, если человек не получил должного духовно-нравственного воспитания, никакие меры здесь не помогут. Дело в том, что в России коррупция носит традиционный характер. Если вы помните слова Салтыкова-Щедрина, то это очень актуально сегодня. Он говорил: разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, что происходит в России. Воруют и пьют. Это продолжается. Прозрачная система работы бюджетных организаций. Именно ее следует наладить в стране, уверен Аюб Мациев. Чиновники должны отчитываться по каждому рублю. Еще один способ снизить уровень коррупции в России. Это называется элементарная прозрачность. Основные его принципы. Откуда все-таки, где, почему, с чем связано? Мне вот так кажется, потому сколько я себе анализировал, это все-таки социальное, экономическое, финансовое положение населения того или иного региона, того или иной республики, того или иного государства. Конечно, встреча не может обойтись без участия будущих юристов и экономистов. Студент 3-го курса юрфака Берт Кульбужев давно углубился в изучение проблемы коррупции в нашей республике, стране и в мире в целом. Студент уже сделал выводы для себя и думает над тем, как с этим злом бороться. Многих из нас, более молодого поколения, мы считаем все, большинство, что нужно решать вопрос снизу. То есть, начиная с молодежи, внедряя в это общество осознание о том, что такое есть коррупция, как ее решать, как противодействовать этой коррупции. Создать нового человека с гражданской позицией и, конечно же, поднять достойный уровень жизни людей, то есть экономику страны. С участием молодежи в регионе были организованы круглые столы, флешмобы и различные мероприятия. Молодое поколение особенно заинтересовано в искоренении этой проблемы. В рамках реализации проектов, реализации плана молодежного правительства у нас есть ряд запланированных мероприятий, и это одна из приоритетных сфер, в
которой мы хотим добиться определенного рода оптимизации в республике, то есть значительного снижения уровня коррупции за счет молодежи и общественности. Если при Петре I за коррупцию преступников наказывали самым жестоким способом, то сегодня власти прибегают к менее радикальным мерам – тюремному наказанию или серьезному штрафу до 15 лет лишения свободы за получение или штраф до 4 миллионов за дачу взятки. Но стоит ли оно того? Индира Манкива, Руслан Албагачиев, Майрбек Миржоев, Магомед Урусханов. Новости 24.